Казахский национальный университет имени Аль-Фараби – место, где воплощаются идеи, формируются будущие лидеры, открываются новые горизонты знаний. На протяжении десятилетий университет играет ключевую роль в развитии образования и науки в Центральной Азии. В высшем учебном заведении огромное внимание уделялось изучению истории и культуры народов Востока, что дало начало развитию востоковедения в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. И сегодня казну, которому в этом году исполнилось 90 лет, также отмечает 35-летний юбилей факультета востоковедения, крупнейшего центра по подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков. Если бросить взгляд на историю факультета востоковедения, мы станем свидетелями великого и славного пути развития института. Постановлением правительства Казахской ССР от 15 мая 1989 года в Казахском государственном университете был образован факультет востоковедения. Он стал первым центром подготовки специалистов по восточным языкам в Казахстане. За 35 лет факультет сформировался как крупный учебный и культурный центр в Центральной Азии. На сегодняшний день он состоит из 4 кафедр, на которых преподаются 8 восточных и 2 западных языков. Обучение проводится на всех уровнях высшего образования – бакалавриат, магистратура и докторантура. Большую роль в создании факультета востоковедения сыграл тогда действующий ректор КАЗГУ Омирбек Арсланович Жолдасбеков. Далее всю практическую работу по подготовке кафедры и реальному созданию реального факультета, конечно же, выполнил государственный деятель, профессор Абсатар Дербисалиев. Факультет востоковедения является кузницей не только кадров, которые обладают знанием восточных языков. Это будущий лидер страны, лидеры, которые представляют Казахстан на территории страны Востока, лидеры, которые превосходно знают эту страну, знают ее культуру, традиции, и они являются как своего рода дипломатическими мостами между нашими странами. Подобного рода ответственность, воспитание, преданность своей стране, культуре, она присутствует только на факультете востоковедения. Сегодня на факультете обучаются более 700 студентов всех уровней обучения. На факультете востоковедения есть несколько программ, где мы сотрудничаем с зарубежными вузами-партнера. Все страны Востока в нашем распоряжении. Программы бакалавриата включают в себя программы «Иностранная филология» с Ланчжоуским университетом. Программа востоковедения включает в себя с университетом Каннам, Республика Корея. Привлекательными остаются программы магистратуры. Это, конечно же, Хангукский университет иностранных языков, программа по иностранной филологии, корейский язык. И есть еще программа с Кыргызским университетом, где мы обучаем студентов по двойному диплому по специальности иностранная филология, восточные языки. Открытие кафедры восточной филологии в 1984 году и кафедры истории стран Азии и Африки послужило основой для будущего факультета востоковедения. Так, в 1991 году базовая кафедра восточной филологии разделилась на кафедры арабистики, иранистики и тюркологии. Со временем количество кафедр и направлений возросло. Именно кафедра арабистики воспитала наибольшее количество дипломатов и общественных деятелей Казахстана, ставших первым поколением отечественных деятелей периода независимости. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрылғанына биыл 90 жыл толып отыр. Бұл енді Қазақстандағы ең іргелі нөмір 1 университет деп мақтанамыз, солай болып та отыр. Осы Аль-Фараби атындағы ұлттық университетте ғылым мен білімнің әртүрлі салалары бойынша іргелі факультеттер қызмет етіп, үлкен мамандар дайындап келді. Шығыстанушы деген бұл пәнаралық кешенді мамандық. Междисциплинарный де комплексный наука деп орыс тілінде сөйтіп айтады. Бұл кешенді мамандық. Өйткені біз сыртқы саясатқа да біздің мамандар қажет. Сыртқы елдермен байланыс жүргізетін. Таможняға, кеден саласына да, қауіпсіздік саласына да, әскери салаға да, ішкі істер министрлігіндегі салаларға да біздің тіл білетін, шығысты зерттеген, шығысты білетін мамандар қажет. Сонымен қатар білім мен ғылым саласына да шығыстанушылар өте қажет болып отырғандан көп өмір көрсетіп отыр. Өйткені жоғарғы оқу орындарында болсын, мектептерде болсын, қазір шығыс тілдерін оқуға деген қызығушылық бар. Соларға қызмет көрсететін біздің осы түлектер. Ранее молодежь, желающая изучать восточные языки, вынуждена была учиться в других регионах Советского Союза. Сегодня кафедра Ближнего Востока и Южной Азии объединяет арабское, иранское и хинди-урду отделения.
продолжая свою активную научно-педагогическую деятельность под руководством выдающихся специалистов в этой области. На кафедре китаеведения осуществляется подготовка специалистов по нескольким направлениям: иностранные языки, востоковедение и переводческое дело. Кафедра полностью оснащена современными учебно-методическими и техническими оборудованиями, где ученые занимаются научно-исследовательской работой. Кафедра Дальнего Востока факультета востоковедения включает в себя отделения японоведения и корееведения. С момента открытия в 1992 году кафедра японоведения быстро стала ведущим центром подготовки первых японоведов в Казахстане. Важным этапом стало сотрудничество с Фондом Японии, которое способствовало развитию японской культуры и языка в нашей стране. Кафедра корееведения была открыта в 1994 году по инициативе корейского профессора Ким Фила. Особенностью кафедры является то, что здесь работают делегированные профессора Корейского фонда, а также преподаватели из корейских университетов-партнеров. Кафедра Тюрксой начала свою деятельность в 1991-1992 учебном году. Она активно сотрудничает с Генеральным консульством Турции в Алматы и привлекает высококвалифицированных преподавателей из Турции. Помимо подготовки специалистов, эксперты кафедры занимаются исследованием редких рукописных материалов на средневековых тюркских языках. Факультет востоковедения активно развивает международные связи. В числе партнеров посольства восточных стран в Казахстане, ведущие университеты и научно-образовательные центры ближнего и дальнего зарубежья, крупнейшие компании и организации.